Добрый день, дорогие родители, абитуриенты и участники. Мы рады приветствовать вас на форуме «Поступай в профессиональной образовательной организации Республики Коми». Данный форум будет проходить 2 дня. На нем образовательные организации Республики Коми будут представлять свои образовательные программы очно, онлайн, а также с помощью видеооткрыток. Открываем наш форум приветственным словом ректора Коми Республиканского института развития образования Китайгородской Галины Владимировны. Добрый день, уважаемые родители, абитуриенты. Мы вас приветствуем на форуме «Поступай в профессиональные образовательные организации Республики Коми». Коми Республиканский институт развития образования представляет вам уникальную возможность познакомиться со всеми профессиональными организациями нашей республики. В жизни каждого из нас есть уникальные моменты, которые определяют нашу дальнейшую судьбу. Вот и сейчас перед выпускниками школ и родителями стоит очень интересная и сложная задача – определить дальнейший профессиональный путь. Как же не ошибиться, не упустить возможность и найти свое место в этой интересной, уникальной для нас ситуации. Для помощи в принятии правильного решения мы предлагаем вам встречу со всеми командами профессиональных образовательных организаций. Наша основная задача – оказать поддержку нашим выпускникам, родителям в процессе самоопределения и в выборе сферы будущей профессиональной деятельности. В форуме принимают участие уникальные личности. Это и преподаватели профессиональных образовательных организаций, и команды приемных комиссий. Очень важно, что вы можете задать вопросы нашим участникам. Мы будем рады, если благодаря данному форуму именно вы, уважаемые выпускники школ, абитуриенты и родители, определят, что именно в Республике Коми есть все возможности для выбора своей будущей профессии. Ведь в каждом из вас есть тот потенциал, который необходим именно сегодня для непрерывного и успешного развития нашей родной Республики Коми. Добрый день, уважаемые родители! И теперь мы предоставляем слово первой организации, и это у нас Сыктывкарский политехнический техникум. Добрый день. Сыктывкарский индустриальный колледж и Княжпогосский политехнический техникум присоединены к Сыктывкарскому политехническому техникуму. И теперь политехнический техникум по праву считается и является одним из самых крупных образовательных учреждений Республики Коми. Он реализует программы среднего профессионального образования. В Республике Коми и в настоящее время в техникуме обучается почти 2000 студентов. Сегодня техникум обладает развитой образовательной инфраструктурой. У нас 2 учебных корпуса в Сыктывкаре, 2 общежития в Сыктывкаре и 2 филиала. Это Княжпогосский и Ударский районы. Сыктывкарский политехнический техникум с 2015 года является региональным координационным центром движения WorldSkills Russia в Республике Коми. В техникуме создана современная материально-техническая база. Это, несомненно, повышает мотивацию обучающихся к получению образования. Наши студенты с интересом включаются в получение новых компетенций и вместе со своими преподавателями осваивают новые технологии. Так, в 2020 году мы имели возможность создать мастерские
по приоритетной группе компетенций. Это промышленные и инженерные технологии. Возможность появилась в результате победы гранта на средства федерального и республиканского бюджета. Ежегодно наши студенты побеждают в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, имеют возможность побывать в различных уголках нашей страны и показать свой профессионализм. Студенты, проявившие выдающиеся способности в учебной деятельности, победители конкурсов профессионального мастерства, получают стипендию правительства Российской Федерации и Республики Коми, проходят практику и трудоустраиваются на ведущих предприятиях города и региона. Более 1150 студентов охвачены внеурочной деятельностью. В техникуме работает 28 кружков и объединений, 4 клуба по интересам и 12 спортивных секций. Также техникум заключил более 1000 договоров с индустриальными партнерами. Это 115 соглашений о сотрудничестве, 314 договоров о целевом обучении, что содействует трудоустройству и построению карьеры нашими выпускниками. Также наша образовательная организация активно участвует в решении стратегических задач региона, принимает участие в реализации национальных проектов. Это национальный проект образования, национальный проект демография, содействие занятости. Также техникум является современным образовательным комплексом. 44 мастерские лаборатории, оснащение которых соответствует всеми требованиями учебного процесса. Более 1000 единиц высокотехнологичного оборудования, 3 спортивных зала, 3 тренажерных зала, 2 столовые, буфет, библиотека. В техникуме работает 112 педагогических работников, свыше 75% имеют высшую и первую квалификационные категории, работает 67 экспертов демонстрационного экзамена. Более 70 педагогов – это победители и призеры конкурсов, мероприятий и олимпиад муниципального, республиканского и всероссийского уровня. В учреждении внедряются современные программы и 150 профессий, востребованных на рынке труда в России. На базе техникума функционирует 14 центров приема демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Сыктывкарский политехнический техникум идет в ногу со временем, динамично развивается, дает возможность получить качественное профессиональное образование по широкому спектру востребованных на рынке труда направлений. 11 направлений подготовки реализует образовательная организация в 2022-2023 учебном году. Можете ознакомиться. Информационная индустрия – одна из основных отраслей экономики IT-специальности, входит в состав приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. По направлению информационной технологии для лиц с инвалидностью и ВЗ мы предлагаем профессию наладчик аппаратного и программного обеспечения. Это специалист, управляющий работой средств вычислительной техники и настраивающий определенные виды оборудования, связанные с компьютерной техникой и информационным обеспечением. Такой специалист также занимается установкой, обслуживанием и модернизацией средств вычислительной техники, в том числе и программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, а также периферийных устройств. Прием на обучение по данной профессии осуществляется для лиц с инвалидностью и ОВЗ со сроком обучения 2 года 10 месяцев. При хорошей учебе и активном участии в конкурсах студентам может быть назначена стипендия правительства Российской Федерации, так как эта профессия относится к приоритетным направлениям экономики Российской Федерации. Специалисты по наладке аппаратного и программного обеспечения востребованы всегда, независимо от их опыта. С 1997 года техникум дает обучающимся профессиональную путевку в жизнь. За этот период времени мы выпустили более 500 студентов с ограниченными возможностями здоровья. Большинство из выпускников продолжили обучение в других учебных заведениях и трудоустроились. Специалисты социально-психологической службы, преподаватели техникума на постоянной основе проходят курсы повышения квалификации, серии вебинаров,
обучающихся семинаров, видеолекций по теме «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования, образование для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 года, номер 273 ФЗ, в техникуме созданы условия для обучения лиц с инвалидностью и с ограниченными возможностями. Для их сопровождения и осуществления индивидуального подхода к обучению работает социальный педагог, педагог-психолог, сурдопереводчик, медицинский работник. Созданы психолого-педагогические и материально-технические условия для комфортного обучения. Учащиеся техникума, имеющие ограничения, связанные со здоровьем, не ограничены не только в получении профессии, но и в карьерном росте. Для них проходит свой чемпионат профмастерства наподобие WorldSkills. Он называется Обилимпикс. С 2016 года техникум принимает участие в региональных чемпионатах Обилимпикс по следующим компетенциям. Это администрирование баз данных, сборка, разборка электронного оборудования, портной, швея, мастер по обработке цифровой информации, робототехник. Наши студенты ежегодно становятся победителями регионального чемпионата и занимают призовые места. Таким образом, возможности, несмотря на формулировку ограниченные возможности здоровья, у особенных детей не ограничены. В нашей образовательной организации созданы все условия для того, чтобы состояться в жизни и профессии. Главное – пользоваться ими. Мы стараемся помочь трудоустроить ребят-выпускников после обучения техникума. Помогаем им составить портфолио, резюме, презентуем работодателям их возможности и навыки. Сотрудничаем с кадровыми агентствами, которые в индивидуальном порядке приглашают наших выпускников и предлагают им работу. Таким обучающимся при возникновении необходимости предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы. В случае необходимости могут быть предоставлены специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. Для организации учебного процесса студентов, обучающихся на дому, предусмотрено обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Во время проведения занятий в группах, где обучаются ребята с особенностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проектов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимся с различными нарушениями. Также в техникуме создан региональный учебно-методический центр, который разрабатывает программы, контрольно-оценочные средства, методические рекомендации и работает кабинет психологической разгрузки, сенсорная комната. Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся с инвалидностью и с особенностями здоровья, предусматривается возможность индивидуального сопровождения и консультирования студентов по организационным и учебным вопросам, работа с семьей студентов, методическая работа с преподавателями, организация внеучебной работы со студентами, оказание содействия студентам в организации отдыха, трудоустройства. Прием в техникум для обучения по образовательным программам осуществляется по личным заявлениям, непосредственно в самом техникуме, через оператора почтовой связи общего пользования, либо заказным письмом с уведомлением, или в электронной форме посредством электронной почты учреждения, или с использованием сервисов порталов государственных услуг. Прием документов на очную и заочную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на 2022-2023 учебный год в Сыктывкаре осуществляется с 14 июня и по 16 августа 2022 года. Основные документы, которые необходимы для поступления. Это документ об образовании, подлинник или копия, копия паспорта или документ, удостоверяющий личность, гражданство, фотографии 3×4, 4 штуки, документ, подтверждающий инвалидность или ОВЗ, требующий создания указанных условий. Также поступающий предоставляет оригиналы документов
об образовании в течение 5 дней с даты окончания приема заявления, то есть это с 16 по 20 августа. По истечении сроков предоставления оригиналов документов издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предоставивших оригинал соответствующих документов. Поступающий помимо вышеуказанных документов вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также договор о целевом обучении. Результаты индивидуальных достижений и при наличии договора о целевом обучении учитываются при равенстве баллов. Также хочу обратить ваше внимание на следующую информацию. То, что ребенок-инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида с рекомендациями об обучении по данной профессии специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную образовательную программу должны предъявить заключение психолога, медико-педагогической комиссии с рекомендациями об обучении по данной профессии специальности, содержащую информацию о создании необходимых специальных условий обучения. Реализация адаптированной образовательной программы для конкретного обучающегося определяется образовательной организацией в соответствии с рекомендациями по данным результатам медико-социальной экспертизы. Здесь на моей презентации указаны все документы, которые необходимы нам для поступления. Указаны все сроки, все ссылочки. Более подробная информация есть на сайте нашего техникума. Там можно ознакомиться со всеми профессиями и специальностями, которые у нас открыты для поступления в этом учебном году. Также указаны телефоны, по которым можно позвонить и уточнить какие-то нюансы. Также хотела еще проговорить меры социальной поддержки. Все студенты первого курса в первом семестре получают государственную социальную стипендию. Она составляет по Сыктывкару 1664 рубля 30 копеек. Потом государственная академическая стипендия – это 1106 рублей 70 копеек. Повышенная государственная академическая стипендия в 2 раза больше. Далее стипендия выплачивается студентам уже по результатам сессии, как они сдают свои экзамены. Спасибо вам большое. Может, у кого-то есть вопросы из присутствующих? Да. Что с политехническим техникумом в этом учебном году мы работали на основе договора о сотрудничестве. Мы партнеры. Хочу поблагодарить за очень хорошие мероприятия, которые проходили на базе техникума и для учащихся с особыми образовательными потребностями. И для наших девятиклассников это мероприятие «Шагни в профессию». И они были не просто профориентационными, а, можно так сказать, что еще какое-то патриотическое, что ли, значение имели. То есть все было сделано для того, чтобы учащиеся осознавали то, что они жители нашего города и нашей республики Коми. Выездные профориентационные центры, такая у нас новая форма работы была в этом году. И в 8 школах мы совместно с техникумом побывали. Действительно, это была такая индивидуальная работа с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, групповые консультации.
и в онлайн-проекте «Профсреда» на базе нашей группы ВКонтакте «Техникум» активно участвовал. У меня сейчас вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас рассказали о документах, дети сейчас, началась приемная кампания. Какие конкурсы, потому что дети будут поступать на основе конкурса аттестатов по направлениям подготовки? Потому что, ну, я так думаю, что это вопрос у меня не только к вашему техникуму, но и к другим образовательным организациям среднего профессионального образования. Потому что, ну, и родители, и дети сейчас в неком замешательстве. То есть у нас есть ребята, которые, ну, не очень хорошо успевают по образовательным предметам. И когда задаешь вопрос, ну, хочу учиться или хочу работать руками, они хотят работать руками. Вот что предлагается для таких девятиклассников? Или они вернутся в школу и будут лежать на парте, да, в то время, когда рабочие кадры нужны, и вот, ну, как вы говорите, столько востребованных профессий. То есть вот родителям скажите сейчас, какой средний конкурс и куда дети, у которых, ну, аттестат, допустим, 3,3 балла, можно ли им идти в приемную комиссию вашего техникума? В приемную комиссию техникума могут приходить ребята с любым баллом по аттестату. Будет конкурс, и я не могу сказать точно, по какой будет проходной. Я вам могу сказать так, то что по прошлому году у нас на некоторые профессии средний балл был не очень высокий, был 3,7, 3,3. Но в этот раз у нас на те же самые специальности на данный момент ребята приходят со средним баллом 4, 5. Я не могу сказать точно, какой будет проходной балл в этом году. Все будет решаться в конце августа, когда будут предоставлены на сайте техникума списки рекомендованных к зачислению. И тогда ребята будут сами решать, куда они поступают, выбирать образовательное учреждение. Не секрет ни для кого, что документы подаются во все техникумы. И ребята все решают, куда они поступают. То есть может быть так, что у нас сейчас на данный момент средний балл среди подавших документы 4 балла, допустим. Но не все эти ребята захотят поступать к нам, они уйдут в другие техникумы и не принесут нам оригинал своего аттестата. И тогда средний балл на данную профессию или специальность будет 3,7. В таком случае можно поступить будет на платной основе. Там оплата идет за полугодие, и сейчас надо это конкретно смотреть, но в среднем где-то 1025. 25 тысяч? За год. Да. Но это надо смотреть, какая профессия, специальность, потому что цены все разные. Ну и тогда родителям еще страшно, потому что я только недавно консультировала, что мы смотрим проспект, да, если группу набирает 25 человек, то у нас там платно. Плюс, да. Можно я тоже один вопрос задам? Нужно ли разубеждать ребенка, если родителям не нравится профессию, которую ребенок выбрал? Я как педагог-психолог, конечно же, бы этого не рекомендовала. Мы как родители, конечно же, для своих детей хотим лучшего. Но наши дети бывают порой умнее и мудрее нас. У них есть свои предрасположенности к определенным профессиям.
И случается так, что, допустим, наши дети увлекаются какими-то роликами и тому подобное, блоги какие-то ведут. Мы, как взрослые, не всегда это все понимаем. А по факту выходит шикарный журналист, который ведет много передач, делает, не знаю, берет классные интервью, а все начиналось, как нам казалось, с какого-то баловства. Поэтому я считаю, мое личное мнение, то, что все-таки ребята должны сами выбирать ту профессию, специальность, которому лежит его душа. Соответственно, надо об этой специальности рассказать максимально все плюсы и минусы, какие могут быть риски. Переубеждать подростка не считаю нужным. Спасибо большое. Спасибо. И следующая организация, которая представит свою образовательную программу, это Воркутинский политехнический техникум. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Воркутинский политехнический техникум. Мы рады всех вас приветствовать сегодня. Я предоставляю слово директору Воркутинского политехнического техникума Валентине Борисовне Волок. Мы приветствуем вас в Воркутинском политехническом техникуме, который является ровесником системы профессионального образования. В 2023 году мы с вами будем праздновать 80 лет нашему техникуму. Техникум сегодня – это самое современное образовательное учреждение, в котором благодаря участию в грантах создано 9 современнейших мастерских для получения качественного профессионального образования. Говорят, если ты не хочешь работать, то сделай свою профессию хобби, и тогда будет профессиональный рост и счастливое будущее. А мы в этом поможем. Добро пожаловать в Воркутинский политехнический техникум за уверенностью в своем будущем. Хочется сразу, не откладывая, рассказать вам, какие же профессии и специальности вы сможете получить в случае поступления в Воркутинский политехнический техникум. Внимание, расскажу вам о программах подготовки специалистов среднего звена. Это сетевое и системное администрирование. Срок обучения 3 года 10 месяцев, 25 бюджетных мест. Технология парикмахерского искусства. Срок обучения 3 года 10 месяцев. Профессия также входит в топ-50 и 25 бюджетных мест. Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Электрослесарь подземный, срок обучения 2 года 10 месяцев. Мастер по обработке цифровой информации, срок обучения 2 года 10 месяцев. Внимание, профессия новая, очень востребованная на рынке труда. Следующая профессия, одна из самых вкусных профессий, это повар-кондитер, срок обучения 3 года 10 месяцев, профессия топ-50, топ-регион, 25 бюджетных мест. Новая профессия, пекарь, одна из тоже самых востребованных профессий на рынке труда, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сварщик ручной и частично механизированной сварки на плавке, всегда актуальнейшая профессия. Срок обучения 2 года 10 месяцев, тоже в топ-50 входит. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, срок обучения 2 года 10 месяцев. Профессия тоже входит в топ-50, топ-регион. Итак, перед вами QR-код и контактные данные приемной комиссии. Мы ждем вас в Воркутинском политехническом техникуме.
Это был Воркутинский политехнический техникум, и следующая организация — это Устинский политехнический техникум. Они у нас должны сейчас подключиться. Немного, наверное, нужно будет подождать. Также хотелось бы сказать, что с востребованными профессиями Республики Коми на ближайшие годы вы можете ознакомиться на сайте «Справочник абитуриента Республики Коми», где представлены результаты мониторинга кадровой потребности, проведенный Министерством экономического развития Республики Коми. Также хотелось бы сказать, что все видео будут размещены на сайте, также «Справочник абитуриента». Так, пока подключается Усинский политехнический техникум, давайте мы пока перейдем к следующей организации. Это у нас Микуньский железнодорожный техникум. Это был Микуньский железнодорожный техникум, и мы все ждем, когда подключится Усинский политехнический техникум. Какие-то у них там неполадки.
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Меня слышно? Да, вас слышно. Еще раз хочу поприветствовать всех от лица Усинского политехнического техникума, который на сегодняшний день является одним из учебных заведений, которые реализуют направление подготовки по укрупненным блокам направлений профессии и специальности. Это нефтегазовое дело. Мы являемся, наверное, одним из ведущих техникумов, который ориентирован на нефтегазовую отрасль, которая, в свою очередь, и присутствует на территории Усинского района и Ненецкого автономного округа. И что у нас с презентацией? Сейчас мы посмотрим нашу презентацию. Мы профориентируем тех абитуриентов, которые, наверное, хотят связать свою судьбу с такой непростой, наверное, профессией, не с простыми специальностями, направленными на работе в тяжелых арктических условиях, погодных тяжелых условиях, то есть это на территории нашего севера и на территории крайнего севера. Сейчас вот буквально еще секундочку, и мы, наверное, все это посмотрим. Да? Да, я отправила. Так, вот сейчас вот просто вот немножко, наверное, все хотят это все увидеть, посмотреть. Дим. Ага. Очень приятно было видеть доклады других наших коллег, которые занимаются подготовкой, профессиональной подготовкой студентов на своих территориях. И мы понимаем то, что нас много, мы все разные, и тем самым мы находим свою нишу в предоставлении тех образовательных услуг, которые готовы получить наши абитуриенты нашей большой, огромной республики Коми. Вот там что-то происходит, я смотрю на мониторчике. Там что-то делают. А я как-то могу побольше сделать себя, чтобы потом презентацию вести. Ой. А что я сделала? Чтобы все понимали, просто сейчас загружается презентация, придется немножечко подождать. Извините за такую задержку. Это может позамешано. Должны были дать выявление, да? Вот что-то еще происходит. Дима. Выйти в эфир. Нет, надо быть. Продолжить. Молчание. Вот сегодня все, не слава богу.
Набери, я уже... Может, вы сможете вот, немного всё. начать уже Наша без презентации? Как я буду листать? Стрелочка. Где? Так, сейчас мы видим нашу презентацию. Понять бы, как ее листать. На кого? Вот мне. Листать не колесико вниз. Как листать? У нас этих функций почему-то нет. Ни загрузки, ни листать. Скажите, коллеги, пожалуйста, мне кто-то полистает ее? Стрелочки снизу у вас, видите, справа Нет, к внизу? сожалению, вот мы мучаемся, то, что у нас как установилось как-то все не с полным доступом, что ли. Тогда говорите следующий слайд, мы будем листать. Все, прекрасно. Ну, давайте начнем. На сегодняшний день Усинский политехнический техникум, можно следующий слайд, является государственным образовательным профессиональным учреждением, находящимся на территории муниципального образования города Усинск и Усинского района. Кроме этого, хочу сказать, что образовательная организация имеет лицензию и государственную аккредитацию для реализации тех направлений подготовки, о которых я сейчас сегодня вам расскажу. Следующий слайд. Следующий слайд. Так, у меня картинки не видно. Нет, ты же сказала, что... У вас другая, да? Так это вот сюда Дмитрий Иванович. Так, так как какие-то очень большие неполадки с Усинским политехническим техникумом, мы еще раз хотим включить приветственное слово ректора Коми Республиканского института развития образования Китайгородской Галины Владимировны. Добрый день, уважаемые родители, абитуриенты. Мы вас приветствуем на форуме «Поступай в профессиональные образовательные организации Республики Коми». Коми Республиканский институт развития образования представляет вам уникальную возможность познакомиться со всеми профессиональными организациями нашей республики. В жизни каждого из нас есть уникальные моменты, которые определяют нашу дальнейшую судьбу. Вот и сейчас перед выпускниками школ и родителями стоит очень интересная и сложная задача – определить дальнейший профессиональный путь. Как же не ошибиться, не упустить возможность и найти свое место в этой интересной, уникальной для нас ситуации. Для помощи в принятии правильного решения мы предлагаем вам встречу со всеми командами профессиональных образовательных организаций. Наша основная задача – оказать
поддержку нашим выпускникам, родителям в процессе самоопределения и в выборе сферы будущей профессиональной деятельности. В форуме принимают участие уникальные личности. Это и преподаватели профессиональных образовательных организаций, и команды приемных комиссий. Очень важно, что вы можете задать вопросы нашим участникам. Мы будем рады, если благодаря данному форуму именно вы, уважаемые выпускники школ, абитуриенты и родители, определят, что именно в Республике Коми есть все возможности для выбора своей будущей профессии. Ведь в каждом из вас есть тот потенциал, который необходим именно сегодня для непрерывного и успешного развития нашей родной Республики Коми. Сейчас мы хотим включить вам снова видео Микуньского железнодорожного техникума. Вдруг только сейчас подключился, чтобы ознакомились с данным техникумом. И следующее слово мы предоставляем Сыктывкарскому государственному университету имени Петерима Сорокина. Добрый день, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители. Значит, я хочу представить информацию по Сыктывкарскому государственному университету имени Петерима Сорокина. Значит, в этом году Сыктывкарский университет празднует свой юбилей, 50 лет с момента открытия, плюс к этому 90 лет с открытия Коми государственного педагогического института с 2014 года. Это у нас объединенный вуз. Соответственно, у нас в этом году двойной юбилей. Что отличает Сыктывкарский государственный университет? Куда нажимать? Вот. Значит, это прежде всего широкий спектр образовательных направлений по практически всем уровням профессионального образования, начиная от среднего профессионального образования, затем бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и ординатура. В этом году мы осуществляем прием
впервые на 4 программы ординатуры. Тем самым фактически у нас представлены все уровни образования, которые существуют в Российской Федерации, причем по самому широкому спектру направлений. Это и гуманитарные, технические, педагогические, естественно-научные, физико-математические, медицинские, направления в области культуры, дизайна. Поэтому практически любые интересы, которые есть у абитуриента, они могут реализовать в стенах Сыктывкарского университета. В этом году университет осуществляет прием более чем по 177 направлениям. Из них 49 направлений бакалавриата, на которые у нас выделено 1068 мест, из них более 880 мест по очной форме обучения. 399 мест – это магистратура, в которую, в принципе, поступают выпускники бакалавриата. Надеюсь, что они нас тоже сегодня слушают. 82 бюджетных места на программы специалитета в области здравоохранения. Это у нас лечебное дело и педиатрия. Так, и прием на программы СПО, 6 программ СПО, выделено 105 бюджетных мест, из них 75 бюджетных мест – это программы, входящие в так называемые ТОП-50, программы, связанные с IT-направлением, сетевое системное администрирование, программирование, веб-технологии, обеспечение безопасности автоматизированных информационных систем. Кроме того, впервые за многие годы у нас в этом году осуществляется прием на бюджетные места по направлениям 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет по отраслям и 40.02.01 право и организация социального обеспечения. Значит, на эти направления у нас выделено по 15 бюджетных мест. Особенностью Сыктывкарского университета является хорошая стипендиальная программа и материальное обеспечение студентов. Обычная стипендия первокурсника составляет 3450 рублей, что примерно в 2 раза выше, чем в центральных вузах страны. Кроме того, для отдельных категорий абитуриентов решением ученого совета установлены повышенные стипендии, в частности, победители всероссийских и международных олимпиад, а также абитуриенты, набравшие на ЕГЭ по одному или нескольким предметам 100 баллов, в течение первого семестра будут получать стипендию в 50 тысяч рублей. Абитуриенты, набравшие в среднем 90 и более баллов, то есть общее количество баллов 270 и выше, могут претендовать на стипендию в 30 тысяч рублей. Абитуриенты, набравшие в среднем по 3 экзаменам 80 баллов и выше, то есть от 80 до 90, на стипендию 20 тысяч рублей. Кроме того, по ряду направлений установлена стипендия в 10 тысяч рублей. Значит, более подробно это можно будет уточнить в приемной комиссии. В ходе учебы, года учебы, помимо академической стипендии, выплачивается социальная стипендия, но и наши ребята, наши студенты могут претендовать на различные формы материальной поддержки. То есть, в принципе, в этом плане университет финансируется. Так. Назад. Так. Угу. Особенностью нашего университета, помимо того, что мы осуществляем подготовку по самому широкому в республике спектру
направлений является высокий уровень подготовки и последующего трудоустройства наших выпускников. Наши студенты являются неоднократными, многократными победителями различных региональных, всероссийских, международных конкурсов и чемпионатов. Ребята, обучающиеся на программах среднего профессионального обучения, достаточно успешно выступают на региональных и, так скажем, финалах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Помимо учебы, ребята активно принимают участие в различных творческих, волонтерских проектах. Неоднократно наш университет становился победителем и призером всероссийских конкурсов именно по организации студенческого самоуправления, волонтерской деятельности. И на уровне Российской Федерации Сыктывкарский университет известен достаточно хорошо. Что касается трудоустройства, то по данным единой карьерной площадки «Факультетус», примерно 95% выпускников университета, это очень высокий процент, выпускников 2021 года нашли работу в первые месяцы после окончания вуза. Причем трудоустройство происходит как на территории Республики Коми, так и в других субъектах Российской Федерации. И здесь я хочу обратиться как раз, наверное, прежде всего к родителям, которые рассматривают для поступления и вузы Республики Коми, и вузы за пределами Республики Коми. В наше достаточно непростое время, достаточно тревожно отпускать ребенка, домашнего ребенка из семьи. И когда обучение происходит в достаточно спокойной родной республике, это, наверное, является определенной гарантией того, что с ребенком ничего не произойдет. Фактически мы всем рекомендуем для получения первого профессионального образования, либо среднего профессионального, либо высшего образования выбирать образовательное учреждение Республики Коми, а потом уже для получения последующего образования, магистратуры, аспирантуры и так далее, то есть ребята уже будут в более таком взрослом возрасте, более ответственно, более сознательно подходить к своему выбору, к своим действиям, к своим поступкам, фактически можно уже отпускать их и куда-то в центр, выпускать из семейного крыла, из-под семейного крыла. Что касается еще Сыктывкарского университета. У нас очень развитая инфраструктура, как материально-техническая, так и учебно-методическая. Университет располагает 10 учебными корпусами, 8 общежитиями, в которых около 4500 мест. Соответственно, все нуждающиеся в предоставлении места в общежитии, имеющие на это право, соответственно, у нас получают место в общежитии. Необходимости искать, снимать жилье, искать каких-то родственников, дальних, недальних, знакомых, для того, чтобы там поселить, так скажем, студента, у нас не возникает, опять же, в отличие от многих центральных вузов, в которых помимо конкурса на бюджетное место есть отдельный конкурс для получения места в общежитии. Все республики Коми знают, что Сыктывкар достаточно компактный город, в котором, в принципе, все находится в шаговой доступности, соответственно, нет необходимости тратить большое количество как времени, так и финансовых средств для того, чтобы добраться до учебы и обратно. Мы надеемся, что к 2023 году у нас завершится большая стройка и будет запущен новый учебный корпус Сыктывкарского университета, который будет оборудован по самым последним требованиям
которые предъявляются к образовательным учреждениям Российской Федерации. Так, помимо учебы, наши студенты имеют возможность получить водительское удостоверение, обучившись в автошколе, которая открыта в Сыктывкарском университете. При этом студенты получают скидку на обучение в автошколе. Сыктывкарский университет, пожалуй, единственный сегодня в Республике Коми располагает своим санаторием-профилакторием, на базе которого фактически студенты и преподаватели проходят и медицинские обследования, а также могут пройти, так скажем, программы оздоровления. Оздоровление, что в наше время достаточно актуально, потому что, как показывают, опять же, исследования, практически здоровых детей из средней школы у нас уже не выходит. Практически у всех детей в той или иной степени есть какие-то определенные, в том числе хронические заболевания, поэтому возможность в том числе поправить здоровье, я считаю, является существенным преимуществом Сыктывкарского университета. Что там у нас? Значит, что касается платного обучения, значит, стоимость обучения установлена решением ученого совета. Исходя из того, что мы федеральный вуз, соответственно, стоимость у нас рассчитывается с учетом требований, которые предъявляются федеральным бюджетом, но в то же самое время это у вас, прежде всего обращаюсь к родителям, не должно пугать. Те достаточно большие цифры, которые там у нас есть. То есть в среднем у нас цена где-то порядка от 150 до 200 тысяч рублей в год, но предусмотрена скидка для поступающих на первый курс по всем уровням образования за исключением СПО 45% на протяжении первого года обучения. По СПО установлена скидка 40%. Для обучающихся потом на втором и последующих курсах скидка может доходить до 60% в зависимости от тех успехов, которые показывает студент в своей учебной деятельности. При этом, если освобождаются бюджетные места, то, соответственно, у студента есть возможность перейти с контрактного места на бюджетное место. Так. Ну, тут на слайде указаны контакты университета, но я еще хотел бы остановиться на том, что в университете ребята имеют возможность активно заниматься творчеством, спортивной деятельностью, то есть развивать не только свои интеллектуальные способности, но и те творческие, спортивные, волонтерские и иные, так скажем, интересы, которые у них есть. В университете работает более 20 спортивных секций, около 10 творческих коллективов, работают волонтерские движения, наши ребята активно участвуют в различных молодежных течениях, движениях. Поэтому помимо учебы, студенческая жизнь в Сыктывкарском университете запоминается и достаточно активной студенческой жизнью. Каждый может найти для себя занятия по интересам. Подать документы в университет можно 4 способами. Первый способ – это лично придя в приемную комиссию университета по адресу Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55. Можно направить документы почтовым отправлением, значит, через Почту России. Сразу хочу сказать, наверное, это не самый удобный способ в том плане, что особенно если к концу приема документов, документы могут вовремя не дойти до университета.
Третий способ – через личный кабинет абитуриента на сайте университета. Там достаточно несложный интерфейс и способ заполнения личного кабинета. В случае возникновения каких-то вопросов всегда можно позвонить на горячую линию, на которой вас проконсультируют по вопросам и заполнения личного кабинета, и другим вопросам, связанных с приемом, в том числе по отдельным направлениям подготовки. Либо через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах. Выход на этот ресурс также возможен с сайта университета. У нас там расположена отдельная кнопка. Буду рад ответить на все поступившие вопросы, поэтому если возникли вопросы по отдельным направлениям, либо по правилам приема, какие-то текущие вопросы, либо пишите по адресу приемной комиссии университета, либо направляете как раз сотрудникам в Коми Республиканский институт развития и образования, они нам передадут. Значит, будем рады взаимодействовать и ответить на все поступающие вопросы. Спасибо. А можно вам задать вопрос? Что из ваших направлений востребовано на рынке труда? На рынке труда востребовано все. В том плане, что практически все направления, которые реализуются университетом, они входят либо в перечень приоритетных направлений развития экономики Российской Федерации, либо же они связаны с достаточно высокой потребностью в экономике как Республики Коми, так и Российской Федерации. Потребность во врачах в Республике Коми составляет порядка 60%. То есть потребность в педагогах, она не меньше, потому что, общаясь с представителями Министерства образования, науки и молодежной политики, мы понимаем, что потребность в обновлении, в омоложении педагогических кадров в республике уже не просто назрела, она перезрела, поэтому педагогические направления являются одним из приоритетов. И еще один момент, который я хочу здесь отметить. Возможно поступление по целевому договору, по целевому обучению. Практически по всем направлениям, которые у нас реализуются, выделены места под целевой прием. Количество мест устанавливается в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, то есть там квота определена распоряжением правительства, она может варьироваться от 5 до 75%. Соответственно, мы очень заинтересованы, обращаемся не только наверное, прежде всего к родителям, к представителям учреждений, ведомств, которые, надеюсь, нас сегодня тоже слышат, о том, что если у вас потребность в подготовке специалиста, конкретного специалиста, то мы рекомендуем заключать целевой договор на обучение. Что это дает предприятиям, организациям? Это дает предприятиям, организациям фактически гарантированную подготовку специалиста именно под нужды этого предприятия. Потому что практику такой студент будет проходить на базе этого предприятия, выполнение курсовых и выпускной квалификационной работы будут осуществляться по заявке предприятия, которое направило абитуриента. И, соответственно, само предприятие уже в течение обучения может посмотреть, насколько действительно студент соответствует тем критериям, которые установлены в той или иной организации. Что это дает для абитуриентов? Для абитуриентов, для студентов, это дает достаточно серьезную гарантию будущего трудоустройства, то, что они фактически уже после получения диплома сразу принимаются на работу, и у них начинается трудовой стаж. При этом трудоустройство возможно и во время
обучения, то есть практически на старших курсах может быть заключен трудовой договор, и, соответственно, трудовой стаж может уже начинаться еще до получения диплома. Поэтому я рекомендую, прежде всего, родителям, да, обращаться в те или иные организации. Ну, мы прежде всего ориентируем на обращение в лечебные учреждения, в образовательные учреждения, зная потребность республики в педагогах и в медиках. Соответственно, наверное, эти направления у нас являются приоритетными, но еще раз подчеркиваю, целевые места у нас выделены по всем направлениям подготовки. А так, в целом, еще раз повторю, что все направления, которые реализуются в университете, выпускники являются востребованными. Практически вот этот уровень трудоустройства, который у нас есть, еще раз повторю, да, более 95%, он как раз свидетельствует о востребованности тех специалистов, которых мы готовим. Спасибо большое. А еще вот такой вопрос. Нужно ли разубеждать ребенка, если родителям не нравится профессия, которую ребенок выбрал? Вот как вы считаете? Нужно ли разубеждать ребенка? За достаточно долгий период работы уже в системе образования я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда студенты, поступив на то или иное направление, причем довольно часто достаточно престижные направления, это касается и юриспруденции, и экономики, и других направлений, да, которые для родителей как бы считаются такими престижными, но студент, отучившись там 4-5 лет, в конечном итоге говорит, все, получает диплом, вручает его родителям, говорит, все, я выучился, как вы хотели, теперь я буду жить так, как я хочу, и буду поступать туда, куда я хочу. Может, поэтому все-таки на семейном совете действительно сесть, обсудить все эти вопросы, что хочет ребенок, насколько действительно его интерес вызван его не какими-то сиюминутными потребностями, да, интересами, насколько он действительно горит желанием получить ту или иную профессию. Не стоит, наверное, так скажем, давить, скажу, может быть, несколько грубо, ломать ребенка через колено, заставляя поступать на то или иное направление, как хочет мама с папой, а прислушаться все-таки к тем желаниям, которые есть у самого ребенка. Это будет полезно и для него, и в конечном итоге, наверное, это только укрепит семью. Спасибо. Вот тут еще поступил вопрос. Нужна ли для поступления справка 086У? Медицинская справка обязательно для поступления на такие направления, как педагогическое образование, соответственно, все уровни, все образовательные программы педагогического образования, медицинское образование, там справка нужна, причем на медицину нужна не просто справка 086У, там необходимо медицинское заключение. В принципе, в поликлиниках знают, по какой форме она выдается. Для всех остальных направлений справка не является обязательной, но все должны понимать, что она все равно потребуется с 1 сентября, потому что необходимо для заселения в общежитие медицинская справка, а также медицинская справка необходима для определения уровня физической подготовки и, соответственно, определения, в какую группу по здоровью должен фактически быть зачислен студент, в том плане, да, на каком уровне физических занятий он должен заниматься. Там первая, основная, либо какие-то лечебные группы должны быть. Поэтому мы все-таки
рекомендуем получать справку 086О, при этом, да, выпускники школ, насколько я знаю, да, по опыту с личному, когда у меня сын 2 года назад поступал, фактически эти справки в школах, они изначально готовятся, их нужно просто получить в поликлинике. То есть это для абитуриентов, для родителей ничего не стоит, но лишним эта справка никогда не будет, она все равно пригодится. Спасибо. Тут вот еще 2 вопроса есть. В прошлом году вступительные экзамены в университет сдавали дистанционно. Как будут проходить экзамены в этом году? Значит, прием в университет осуществляется либо по баллам ЕГЭ, и, соответственно, здесь сдавать ничего не надо, либо по внутренним вступительным испытаниям, которые как бы так проводятся для отдельных групп абитуриентов. Это прежде всего выпускники средних профессиональных образовательных учреждений, выпускники СПО. И здесь я хочу сразу отметить, что в этом году практически по всей стране у нас введено новшество в том плане, что выпускники СПО сдают не общеобразовательные дисциплины, они сдают как бы дисциплины, приближенные к программам, к профильным программам среднего профессионального образования. И поэтому я очень настоятельно рекомендую именно выпускникам СПО на сайте университета внимательно посмотреть перечень тех направлений, тех дисциплин, которые должны сдаваться. У нас есть ряд направлений подготовки, по которым мы не смогли найти родственные направления на базе СПО, и, соответственно, на такие направления возможно поступление только по результатам ЕГЭ. Это такие направления, как журналистика, международные отношения, реклама, связь с общественностью и еще ряд направлений. Поэтому внимательно посмотрите этот перечень с тем, чтобы, так скажем, не столкнуться с неприятной ситуацией, что рассчитывали на внутренние вступительные, а они у нас не принимаются. Кроме того, внутренние вступительные испытания сдают категории абитуриентов, обладающие особыми правами. Это, соответственно, дети, относящиеся к категории сироты, инвалиды, а также военнослужащие, прослужившие по контракту не менее 3 лет. Плюс в этом году вводится такая категория, как специальная квота, там у них тоже предусмотрены внутренние вступительные испытания. Если говорить по форме внутренних вступительных испытаний, то они будут проводиться в дистанционном формате. Расписание экзаменов размещено на сайте университета в разделе «Абитуриент», вкладка «Бакалавриат», либо если кто-то поступает на магистратуру, специалитет в этих вкладках, то есть расписание там все выложено по дням. Для тех, кто будет сдавать дистанционные экзамены из дома, время установлено с 6 утра до 23 часов, до 11 часов вечера, то есть вы можете в любое время в этот день подключиться через личный кабинет, получить доступ к дистанционному экзамену. Но есть возможность, если нет технических или иных возможностей сдавать удаленно, можно написать заявление при подаче документов, и, соответственно, вы будете сдавать экзамены в стенах университета, в компьютерных классах, но также дистанционно. Что касается программ СПО, здесь прием происходит без экзаменов, без ЕГЭ по среднему баллу аттестата. Спасибо. И вот последний вопрос. Сын завалил ЕГЭ по истории. Есть только русский и обществознание. Можно ли поступить в университет с 2 предметами? Можно. Значит, я рекомендую в этом случае смотреть те направления подготовки, в которых у нас, вот как раз на слайде они представлены, те направления подготовки, по которым предусмотрена сдача, представление материалов ЕГЭ и
внутренние вступительные испытания по творческим и профессиональным дисциплинам. Соответственно, если берется обществознание и русский язык, ну так вот, если быстро просмотреть, это у нас прежде всего педагогические направления, то есть педобразование с двумя профилями. Здесь очень широкий перечень направлений, которые может выбрать абитуриент. Поэтому посмотрите, да, к чему больше интерес ваш сын испытывает. Либо же, если ничего вы интересного для себя не выберете, мы рекомендуем тогда подавать документы в колледж университета на среднее профессиональное образование с тем, чтобы, значит, отучившись год, соответственно, иметь возможность пересдать ЕГЭ, но и на следующий год практически, да, попробовать вновь поступить на бакалавриат. Все, спасибо вам огромное, вы очень подробно все рассказали. И все, спасибо. Так, спасибо. Надеюсь, что наша информация была интересной. Если возникли вопросы, направляйте либо по электронной почте, либо звоните на горячую линию университета. С удовольствием на них ответим. Спасибо, до свидания. Так, хотелось бы сказать, что так как сегодня не получилось Усинскому политехническому техникуму с нами подключиться к нам, они будут выступать завтра. И сейчас мы бы хотели сделать небольшой перерыв. В перерыве мы вам включим еще раз ролики, которые уже сегодня показывали. Перерыв будет 10 минут.
Сейчас мы хотим представить видеоролик Воркутинского педагогического колледжа. И пока его включают, хотелось бы напомнить, что все видео будут размещены на сайте справочника абитуриента Республики Коми. Качественное образование человеку, высококвалифицированный специалист городу. Такова миссия Воркутинского педагогического колледжа. Его выпускников можно встретить повсюду. Они успешны не только в сфере образования, но и во многих других гуманитарных областях. Если мы посмотрим на педагогическое сообщество Воркуты, то я со всей ответственности скажу, 35-40% учителей, воспитателей дошкольных образовательных организаций, педагогов дополнительного образования и даже руководителей образовательных организаций в прошлом были выпускниками Воркутинского педагогического колледжа. А начинается все в этих учебных аудиториях. Здесь царит особая атмосфера взаимопонимания и уважения, которая объединяет преподавателей и студентов. Будущие педагоги осваивают программу средней школы и специальные дисциплины. Полученные знания они закрепляют на практике в образовательных учреждениях города. Дети с нетерпением ждут встреч с молодыми стажерами. Я очень люблю детей, я мечтаю, чтобы у меня было много детей, чтобы дарить любовь детям и маленьким, с которыми я буду работать, и своим детям, чтобы познать много для своей будущей жизни, чтобы быть хорошей мамой и быть хорошим работником, воспитателем. Практические занятия в школе для студентов еще одна возможность утвердиться в правильности выбора будущей профессии. Она предъявляет высокие требования к человеку. Постоянная работа над собой и развитие коммуникативных навыков – залог успеха настоящего педагога. Студенты об этом знают и стремятся к совершенству. Мне очень нравится работать с детьми, особенно когда это получается. Ты видишь, что от детей есть какая-то отдача, они тебя слушают, особенно дети подбегают к тебе и говорят, что спасибо, сегодня был очень интересный урок с вами, то это самая лучшая оценка от детей. По статистике, у выпускников Воркутинского педагогического колледжа один из самых высоких показателей трудоустройства. Этому способствует высокое качество подготовки молодых специалистов. Многие из них, уже работая в системе образования Воркуты, продолжают обучение в вузах страны. Мы отмечаем, что выпускников отличает очень важное качество для профессии учителя современного, который должен постоянно находиться в творческом поиске. Это мотивация на самосовершенствование и профессиональное развитие. Воркутинский педагогический колледж – единственное в городе учебное заведение, где готовят кадры для сферы образования и социальной работы. Обучение в нем бесплатное, студенты получают стипендию. Желающие могут освоить дополнительную специальность, что увеличивает шанс успешного трудоустройства. Это был Воркутинский педагогический колледж. Еще хотелось бы мне сказать, что если у вас есть какие-то вопросы, вы можете связаться с нами. В программе указана почта, телефон, и мы сможем вас связать с колледжами, техникумами, к которым у вас есть вопросы. И следующее образовательное учреждение – это Сыктывкарский лесопромышленный техникум. Сыктывкарский лесопромышленный техникум – одно из крупнейших и старейших учебных заведений Республики Коми. Техникум всегда шагал в ногу со временем, своевременно отвечая на потребности региона в кадрах. Сыктывкарский лесопромышленный техникум
по праву можно назвать кузницей рабочих кадров. Более 50 лет лесопромышленный техникум готовит рабочие кадры и специалистов для лесной отрасли и коммунального хозяйства Республики Коми. В техникуме созданы все необходимые условия для получения качественного профессионального образования, подготовки грамотных, конкурентоспособных рабочих. Сохраняя и развивая традиционный для себя профиль, лесопромышленный техникум ведет подготовку по очень востребованным специальностям: технологии лесозаготовок, информационные системы и программирование, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и другие. Наша мастерская называется «Слесарно-сварочная», где мы с ребятами обучаемся слесарному и сварочному делу. Ребята учатся сваривать нержавеющие сплавы, алюминиевые сплавы и также изготавливать сувениры, поделки. Некоторые лаборатории в техникуме одни из лучших в Республике Коми. Для обучения операторов лесозаготовительных и трелевочных машин ребята знакомятся с ними в лабораторных условиях, выполняя все операции на компьютерных тренажерах. Наш техникум единственный в Республике Коми, кто преподает по этой дисциплине. В 2008 году наш техникум выиграл нацпроект образования, и на полученные средства мы приобрели комплекс «Харвестер» и «Форварда». И наши ребята имеют возможность проходить производственную практику непосредственно на этой технике на делянке. Я как преподаватель постоянно повышаю свою квалификацию. При поддержке Камацу мы выезжали за рубеж, в Финляндию, Швецию на заводы по изготовлению этой техники. И также мы повышаем квалификацию на различных заводах. У руля техникума стоит ас профессионального обучения Ирина Николаевна Герко, которая все время в поиске рождения новых проектов. Она постоянно в процессе создания нового завтрашнего дня студентов. В Сыктывкарском лесопромышленном техникуме все ориентировано на результат, на то, чтобы те знания, которые получают ребята, были востребованы в их дальнейшей жизни. В течение 4 лет на базе нашего учебного заведения реализовывался проект обучения школьников рабочим профессиям. Так, школьники Эжвинского района и Сыктывдинского района получали рабочие профессии у нас на нашей базе, такие как парикмахер, слесарь по ремонту автомобилей и электромонтер. Ребята обучались у нас в течение учебного года, после чего сдавали квалификационные экзамены, получали удостоверение государственного образца. Это, конечно, хороший вклад в их будущее. В техникуме создана современная образовательная среда, обеспечивающая подготовку специалистов, готовых к лидерству, компетентному решению профессиональных задач и продолжению образования. Наши студенты принимают активное участие в движении «Молодые профессионалы» WorldSkills. В открытом 4-м региональном чемпионате WorldSkills Russia наши студенты по 6 номинациям, в которых участвовали, заняли призовые места. В техникуме большое внимание уделяется развитию студенческого самоуправления. Участие студентов в волонтерском движении представляет большие возможности для развития личностных и профессиональных качеств студентов. Техникум располагает благоустроенным общежитием, светлые и уютные комнаты, современная мебель, студенческое кафе, комната самоподготовки, тренажерный зал создают благоприятные условия для проживания студентов. Техникум активно сотрудничает со школами города и республики. Традиционно на базе техникума проводятся конкурсы, олимпиады, спортивные мероприятия. Техникум сегодня – это студенческая жизнь со своими буднями, проблемами и радостями. Время диктует свои правила, и Сыктывкарский лесопромышленный техникум для тех, кто ищет образование, дающее востребованные на рынке труда профессии. Наш коллектив все время движется вперед, все время совершенствуется. И мы работаем под девизом «Учеба, профессия, успех». Присоединяйтесь к нам и становитесь успешными. Мы ждем вас в стенах нашего учебного заведения. Напоминаю,
Напоминаю, что с востребованными профессиями Республики Коми на ближайшие годы вы можете ознакомиться на сайте «Справочник абитуриента», где представлен результат мониторинга кадровой потребности, проведенный Министерством экономического развития Республики Коми. А следующим выступит Сыктывкарский лесной институт, филиал Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова. Бескрайние леса. Именно ими всегда славился Коми-край. До середины прошлого столетия заготовка и вывозка леса была тесно связана с ручным трудом. В 50-х востребованная сфера начала активно перерождаться в развитую механизированную отрасль. На делянках все чаще стала появляться новая лесозаготовительная техника, а за этим возник острый дефицит квалифицированных кадров в лесной отрасли республики. История Сыктывкарского лесного института началась с приказа Министерства высшего образования СССР от 15 января 1952 года об открытии в Сыктывкаре учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного лесотехнического института, а уже 1 апреля 1952 начались первые занятия. В октябре 1964 Сыктывкарский учебно-консультационный пункт стал филиалом старейшего лесного вуза России Ленинградской лесотехнической академии. Наряду с заочной и вечерней формами обучения 1 сентября 1995 года в институте приступили к занятиям первые студенты очной формы обучения. Сегодня в вузе ведется подготовка по 18 направлениям бакалавриата и 1 магистратуры. В 2011 году по инициативе вуза создан лесной образовательный кластер Республики Коми. Именно он стал базовой площадкой для системной, многоуровневой и непрерывной подготовки кадров для отраслей лесного комплекса не только республики, но и в целом страны. За период работы в него вошли 21 образовательное учреждение всех уровней подготовки Республики Коми. Развитие института – это каждодневный труд тех, кто в разные годы самоотверженно отдавали себя становлению и развитию высшего лесного образования в Республике Коми. Несомненно, что успехи института зависят от кадров, того профессорско-преподавательского состава и работников, которые вкладывают силы и душу в обучение студентов. Более 85% профессорско-преподавательского состава имеют ученые степени и звания. Профессиональный уровень и достижения работников СЛИ отмечены на российском и республиканском уровнях. Сыктывкарский лесной институт – это многопрофильный учебно-практический комплекс, являющийся ведущим отраслевым вузом региона в таких областях, как лесное хозяйство, лесопереработка, рациональное природопользование и химические технологии. Он динамично развивается, обладая мощной учебно-лабораторной и материально-технической базой. Лабораторный фонд института включает более 60 лабораторий и специализированных аудиторий, 8 из которых являются корпоративными и создавались с участием партнеров вуза. Промышленные предприятия региона активно поддерживают вуз, выступают базами практик и дальнейшего трудоустройства выпускников. Участвуют в образовательном процессе, заключаются договоры о практической подготовке обучающихся. Активно ведется и международная деятельность. Сыктывкарский лесной институт выступает участником многих международных программ научного и студенческого сотрудничества. За последние годы совместно с зарубежными партнерами была создана учебная лаборатория «Биоэнергетика. Рациональное использование древесины», а также разработана экспозиция и информационный ресурс «Коми. Территория чистоты». СЛИ – это площадка для реализации всероссийских и республиканских молодежных программ. Активно ведется внеучебная научно-исследовательская работа студентов. Студенты Сыктывкарского лесного института являются стипендиатами президента и правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, стипендиатами правительства Республики Коми, лауреатами студенческой науки института. В институте более 10 студенческих объединений. Среди них научное студенческое сообщество, спортивный клуб «Север», военно-спортивный клуб «Сириус», творческое объединение «Древо», волонтерский центр «Содружество студентов СЛИ» и другие. Каждый студент сможет найти себе занятие по душе.
Сыктывкарский лесной институт – это прежде всего люди, основатели, преподаватели, сотрудники и ветераны, студенты и выпускники. Профессиональный, сплоченный, стабильный коллектив преподавателей и работников института совместно со студентами, обладая прекрасным потенциалом, способен приумножить достижения, готов к смелым проектам и новым открытиям. К своему 70-летию Сыктывкарский лесной институт подготовил для экономики страны более 18 тысяч специалистов, каждый из которых нашел свое место на рынке труда. СЛИ сегодня – это центр кадрового и научно-технического сопровождения ведущей отрасли региона. Институт с уверенностью смотрит в будущее. Так было и так есть. Сыктывкарский лесной институт предлагает получить образование по 18 направлениям подготовки. Это высшее образование, бакалавриат. И у нас есть одна программа магистратуры, но мы являемся филиалом Санкт-Петербургского лесотехнического университета, старейшего вуза нашей страны, который насчитывает более 300 лет своей деятельности. И поэтому есть возможность, да, то есть получить магистерское образование в нашем головном вузе. Наши направления подготовки, они многолики и многообразны, относятся, конечно, к лесопромышленному комплексу, хотя есть направления подготовки, которые можно себя реализовать в различных областях. У нас направления, начиная от лесовосстановления, лесозащиты, от кадастрового учета, лесозаготовка, химическая и механическая переработка древесины. Ну и есть направления, без которых, да, то есть специалистов этих направлений, другие, можно сказать, направления, да, будут неполными. Это такие, как строительство, информационные системы, это ландшафтная архитектура, это экономика, менеджмент, ну и другие направления. В этом году нам выделено более 400 бюджетных мест по многим направлениям подготовки, по которым можно получить, да, то есть высшее образование. Также есть возможность после первого года обучения перевестись в головной вуз, да, то есть как бы те, кто хочет дальше продолжать обучение в Санкт-Петербурге, да, то есть у них есть такая возможность. Что хочется сказать? У нас есть социальная поддержка абитуриентов в плане того, что на приоритетные направления подготовки, такие как лесное дело, химическая технология переработки древесины, это технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Есть дополнительная стипендия к той академической стипендии, которую получают наши студенты, начиная с первого курса. Всем иногородним у нас предоставляется общежитие, оно достаточно комфортное, находится, ну, можно сказать, в 20-минутной доступности, да, то есть от нашего вуза, находится достаточно с хорошей инфраструктурой, да, то есть части города, достаточно комфортабельно, в котором есть все необходимые условия для комфортабельного проживания. Как вы слышали уже, у нас есть различные объединения, которые позволяют нашим студентам себя реализовать. Например, это научная деятельность, это проектная деятельность, это у нас и спортивная, да, то есть спортивные секции и различные объединения. Это можно себя реализовать как и художественном, да, то есть направлении, да, то есть объединения, которые позволяют заниматься и музыкой, и КВН, и различными, да, то есть как бы различными кружками, которые дают реализоваться нашим абитуриентам. Вопросы? Нет? А вот вы говорите, что вот
филиал. А какой диплом будет получать? Так как мы являемся филиалом Санкт-Петербургского лесотехнического университета, то наши выпускники получают диплом Санкт-Петербургского лесотехнического университета, в котором не прописано то, что они заканчивали Сыктывкарский лесной институт. То есть мы являемся подразделением одного из ведущих университетов, да, то есть который готовит также специалистов лесопромышленного комплекса. А может, еще хотелось бы спросить, есть ли какие-нибудь меры социальной защиты? Да, как я уже говорила, меры социальной защиты. Ну, академическая стипендия, конечно, выплачивается всем студентам первого курса до первой сессии. Если сессия сдается на 4-5, то есть дальше выплачивается стипендия с тройками. К сожалению, стипендию государство не платит студентам. Если вы сдаете стипендию, если вы сдаете сессию на, скажем так, практически на все пятерки, то здесь вам начисляется повышенная стипендия, которая больше, чем обычная академическая стипендия. Плюс социальная защита – это социальные выплаты, социальная стипендия. 2 раза в год у нас студенты могут получить материальную помощь. Может быть, как я уже говорила, на 3 направления, такие как химическая технология, лесное дело, технология лесозаготовительных техники, то на эти направления, студенты, которые поступили на эти направления, им выплачивается еще 2-я академическая стипендия, так как эти направления являются на сегодняшний день одними из востребованных, да, то есть в лесопромышленном комплексе. Ну и если вы участвуете в студенческой жизни, в научной жизни, участвуете в различных олимпиадах, конкурсах, защищаете честь нашего института, то в этом случае еще дополнительная стипендия выплачивается по итогам вашей, скажем так, неучебной деятельности в нашем вузе. А вот еще вопрос. А вот если школьник, абитуриент сдал всего 2 экзамена, к вам можно, 2 предмета, к вам можно поступить? Нет, у нас на все направления подготовки вступительные испытания, то есть состоит из 3 предметов. Это профильная математика, русский язык и 3-й экзамен по выбору поступающего, да, ну, например, на информационные системы это может быть информатика, ИКТ или физика. То есть 3 вступительных испытания – это обязательно условия при поступлении в наш вуз. Какие экзамены вот на базе техникума? Да, в этом году есть изменения в перечне вступительных испытаний. Те, кто имеет 11 классов, они поступают по общеобразовательным предметам, то есть по результатам ЕГЭ. Неважно, в каком году они закончили, да, то есть 11 классов, в любом случае, да, нужно сдавать ЕГЭ. Те, кто имеет среднее профессиональное образование, то есть это техникумы и колледжи, или высшее образование, они могут поступать в наш лесной институт по нашим экзаменам, которые мы проводим самостоятельно, и сдают они профильные экзамены, то есть по профильным предметам. То есть, например, если это информационные системы и технологии, то один из экзаменов обязательно это русский язык, 2-й экзамен это основа математического анализа, ну и 3-й экзамен по выбору это, например, информатика или основа безопасности жизнедеятельности. Весь перечень вступительных испытаний можно посмотреть у нас на сайте для тех, кто желает, кто интересуется данным вопросом, на официальном сайте Лесного института в страничке абитуриенту можно посмотреть вступительные испытания, там размещена вся информация. Спасибо. Угу. Ну, что еще хочу вам сказать про наш институт. Ну, скажем так, у нас достаточно престижное техническое образование. На сегодняшний день все понимают, что технические работники, да, то есть инженера, это те специалисты, которые найдут себя в любой области. На сегодняшний день у нас в России нехватка вот именно инженерных, да, то есть специалистов. Могу привести один из примеров. Это, например, наш МОНДИ СЛПК. На сегодняшний
сегодняшний день востребованность практически направления химическая технология 100%. Так как эти специалисты, да, химики, технологи целлюлозно-бумажной промышленности на сегодняшний день, да, то есть это вообще, скажем так, ниша, которая не заполнена, и эти специалисты очень сильно востребованы. Кстати, в этом году на данное направление у нас выделено 31 бюджетное место. Достаточно большое, да, то есть как бы большое количество бюджетных мест. Ну и востребованность, наши специалисты данной специальности работают вообще по всей России. Это и Коряжма, это группа Элим, это Сегежский ЦБК, это и Монди СЛПК, и БРАЦ и так далее. Да, я могу перечислять очень много. Но из востребованных направлений подготовки, которые каждый год, то есть имеют котируются у абитуриентов, это, конечно же, IT-технологии. IT-технологии, это специалисты, тоже могут работать в любой области. На сегодняшний день их востребованность все больше и больше, так как информатизация, да, то есть как бы программное обеспечение, да, то есть это и заполнение сайтов, то есть это работники, которые всегда найдут себе работу и достаточно хорошую нишу для того, чтобы и расти по карьерной лестнице, и иметь достаточно хорошую, да, то есть как бы заработную плату. Такие направления сейчас очень, то есть специалисты востребованы, это строительство, да, то есть у нас промышленное и гражданское строительство, то есть это строительство промышленных и, да, то есть гражданских зданий. На сегодняшний день тоже это специалисты, которые, скажем так, расхватываются у нас в республике уже на 4-м, да, то есть как бы во время учебы на 4-м курсе. Очень хочу сказать о том, что у нас в институте заключено более 180 договоров с работодателями. О чем это говорит? О том, что наши студенты, как очной, так и заочной формы обучения, они проходят практику на ведущих предприятиях нашей республики. Что это дает? Это в первую очередь дает студенту себя зарекомендовать на предприятии, да, то есть или в организации, у руководства, с таким последующим трудоустройством, да, то есть на практике, во время, да, прохождения практики, как на 2-м, 3-м, 4-м курсе, наши студенты, то есть показав себя работодателю, вы можете уже претендовать на то, да, то есть рабочее место, которое иногда бывает трудно найти, потому что требуется опыт. То есть во время практики наши студенты трудоустраиваются, получают зарплату, и, да, то есть получает тот опыт работы, который необходим, да, при последующем трудоустройстве. Но опять же, вернемся к IT-технологиям, наши выпускники, да, то есть данного направления, они уже практически все трудоустроены на 4-м курсе, то есть могут и работать, и учиться, да. То есть вот один также из примеров, в этом году у нас несколько студентов 2 направлений, это техносферная безопасность и химическая технология, от Монди СЛПК прошли обучение на подготовку по профессии химик-лаборант. То есть они сейчас уже как работодатели заботятся о том, чтобы к ним пришли специалисты, которые, да, то есть имеют достаточно хорошую, да, то есть подготовку практическую. Поэтому все это обучение было проведено по инициативе, да, то есть Монди СЛПК на средства Монди СЛПК. Ну и наши студентки получили дипломы о дополнительной профессии. Это тоже немаловажный фактор, потому что придя на работу, имея не просто диплом, а имея еще дипломы о каких-то профессиях, да, то есть ваш статус сразу же поднимается, да, у работодателя. Что еще хочу сказать? У нас также, кроме бюджетных мест, есть и места по договорам на оказание платных образовательных услуг. Для того, чтобы нашим абитуриентам, ну, скажем так, были какие-то преференции по сравнению с тем, кто поступает на бюджет, у нас есть скидка по всем направлениям подготовки 45%.
что позволяет, да, достаточно комфортно учиться, ну, то есть поступить на платное образование. Ну и второе, это не то, скидка, понятно, что как бы это хороший бонус, но у нас есть еще, скажем так, рассрочка платежа, то есть не нужно вносить сразу всю сумму. По дополнительному соглашению можно выплачивать частями, да, то есть в течение 10 месяцев, то есть сумма за обучение, она делится на 10 месяцев, и каждый месяц, да, то есть как бы семейный бюджет, да, может выплачивать ту небольшую сумму для того, чтобы полностью, да, то есть в течение 10 месяцев выплатить сумму за обучение, да, то есть за год обучения нашим студентам. Я думаю, что это тоже как бы не плохой такой бонус для для поступающих на в лесной институт, потому что комфортность, да, то есть как бы поступление одно из самых главных наших, да, то есть как бы задач, когда мы ведем, ну, прием абитуриентов. А вот сколько у вас примерно стоит год обучения? Ну, с 45% скидкой порядка 95 тысяч – это очная форма обучения, и 51 тысяча – это заочная форма обучения. Ну, то есть по 9 500 примерно, да, в месяц можно выплачивать. Ну, я думаю, что, наверное, это все-таки подъемно для нашей республики, ну и для семьи тоже, да, то есть как бы. Ну и если вы поступили на контракт, и если есть на данное направление есть бюджетные места, то если вы сдаете сессию, 2 сессии на 4,5, то у вас есть возможность перевестись на бюджет, да, то есть как бы это что, стимул нашим студентам учиться на 4,5, да, те, кто поступил на контрактную основу. Ну, а и те, кто, скажем так, после техникума к нам поступает и все-таки решают, что все-таки им будет комфортнее учиться по заочной форме обучения, то, конечно, они с очной формы обучения могут перевестись на заочную, да, и также продолжать обучение. Ну, просто очная форма обучения – это 4 года, а заочная форма обучения – это 5 лет. Ну, а те ребята, опять же, те, кто после техникума, все-таки у них была уже отсрочка от армии, да, то есть их забирают в армию, за ними сохраняется бюджетное место, они идут в академотпуск, возвращаются с армии и дальше продолжают учиться. Но это, скажем так, тоже немаловажно, потому что поступать им уже не надо. Правила приема меняются каждый год, да, то есть есть какие-то дополнения все время, поэтому я так думаю, что пока есть возможность вот, выпускникам техникума поступить по экзаменам вуза, эту возможность не надо терять. Вот еще такой вопрос. А вот какая у вас стипендия? Стипендия, как у нас в республике, значит, обычная академическая стипендия 3400, повышенная 4200, извините, социальная стипендия тоже 4000, есть материальная помощь тоже в размере академической стипендии, но у нас, если вы сдаете сессию на 4,5, то обычная стипендия возрастает до 4300, а социальная стипендия до 7200, ну, в пределах. А у вас есть вот такие творческая стипендия, там, научная? Да, у нас, во-первых, у нас есть... Вернее, у нас за научную работу, да, есть стипендии за творческие, да, то есть как бы участие в жизни института. Им выплачивается двойная стипендия, да, то есть как бы в течение первого, ну, то есть полугода, а потом уже, опять же, критерии, да, то есть как участвовал, и на следующие полгода там, да, то есть как бы тоже решается вопрос, выплачивать или нет. У нас есть стипендиаты. Стипендии – это республики, нашей республики, есть стипендиаты правительства Республики Коми, есть стипендиаты даже правительства Российской Федерации, президентские, да, то есть стипендиаты. Опять же, мы стараемся наших студентов или с нашими студентами представлять их везде, да, то есть
на многих конкурсах, да, то есть на каких-то номинациях, с теми работами, то есть, которые они наработали то есть во время обучения, да, все это как бы влияет на то, что они могут участвовать в различных, да, то есть и грантах, и на соискании каких-либо стипендий и так далее, да. То есть поэтому вообще сейчас государство достаточно хорошо поддерживает талантливых студентов, которые хотят творить, учиться, да, участвовать, да, то есть как бы у нас очень широко развито волонтерское движение, поэтому каждый может себя реализовать, ну, скажем, даже во многих областях, ну и при этом быть материально поощрен. А вот еще такой вопрос. Сегодня вот из ГУМи Петерима Сорокина выступал, и сказали, что если к ним поступает, допустим, 100-бальник, то у них первые полгода он там получает 50 тысяч рублей стипендию. У вас такое есть как-то? У нас есть, ну, 100-бальники, да, но у нас есть следующие преференции для тех, кто поступает с высоким баллом. Начиная абитуриент, который поступает по результатам ЕГЭ, начиная от 190 и выше, то есть есть градация по дополнительной стимулирующей стипендии. Например, 190-200 баллов – это плюс к стипендии 7 тысяч и так далее. Да? То есть как бы до 15 тысяч ежемесячно, да, у нас выплачивается дополнительная стипендия для тех, кто пришел с высоким баллом. Да. Это был Сыктывкарский лесной институт, филиал Сыктывкарского лесопромышленного техникума, лесотехнического университета имени Кирова. И сейчас выступит Воркутинский медицинский колледж. Воркутинский медицинский колледж, видео у них будет. Воркутинский медицинский колледж. В это образовательное учреждение приходят учиться те, кто хочет профессионально помогать людям. Делать это непросто. Чтобы понять, может ли медицина стать делом всей жизни, необходимо окунуться в мир лечебного искусства. В семье у нас все медики. Мама, сестра, брат. Мама у меня медицинская сестра, также детская. А брат стоматолог и сестра тоже. Я хочу стать педиатром. Мне было года 4, я бабушке обещал, что я стану врачом и изобрету лекарство, чтобы она никогда не умирала. И вот, наверное, после 9 класса я решил, что буду стараться помочь нашей медицине. Воркутинский медицинский колледж готовит студентов по программам среднего профессионального образования. Здесь можно получить специальность «Сестринское дело». Обучение проходит в комфортных условиях. Аудитории оборудованы всем необходимым для формирования профессиональных навыков. Занятия проводят практикующие врачи. Есть компьютерный класс, где будущие медики успешно осваивают информационные технологии. Главной задачей педагогов является подготовка квалифицированных кадров, которые способны быстро адаптироваться к условиям современной жизни. Я вот сам занимал первое место по Республике Коми по профессии, по конкурсу профмастерства. Тут все учителя с большим запасом знаний, и они готовят хороших специалистов. Практические навыки студенты медицинского колледжа отрабатывают в лечебных учреждениях города. Там их всегда ждут. Медсестры и медбратья – это самая многочисленная и всегда востребованная категория работников здравоохранения. Они являются главными помощниками врачей. Мы уходим в практику в больницу городскую. И вот элементарный уход за пациентами, да. Вот они, в принципе, ничего не говорят, да, там тяжелые пациенты, лежачие. Они тебе ничего не говорят тебе, но ты знаешь, что ты делаешь благо, что ты помогаешь людям. Вот, поэтому вот чувство такое вот непередаваемое часто в душе. Неприятно это. В колледже ребята раскрывают свои интеллектуальные и творческие способности.
Они активно участвуют во всех мероприятиях студенческой молодежи города. В этом году команда медколледжа успешно выступила на фестивале КВН. Свою социальную активность юноши и девушки проявляют в волонтерском движении «Милосердие». Это, во-первых, помощь детям-инвалидам. Потом, получается, мы выходим к пожилым людям, помогаем, то есть измерение артериального давления, пульс, следим за здоровьем. Поступить в Воркутинский медицинский колледж можно после окончания 9 или 11 классов. Обучение бесплатное. Успевающие студенты получают стипендию. Выпускникам гарантировано трудоустройство. Желающим продолжить профильное образование оказывается содействие при поступлении в вуз. Я думаю, у нас в Воркуте это, наверное, одно из лучших заведений. Если человек действительно стремится к знаниям, то лучше сюда, если его устраивает белый халат, ответственность, то сюда, конечно, сюда. Ребята, не задумываясь, поступайте в Воркутинский медицинский колледж. Здесь очень круто. Это была последняя образовательная организация на сегодня. Хочу еще раз напомнить, что с востребованными профессиями Республики Коми на ближайшие годы вы можете ознакомиться на сайте справочника абитуриента Республики Коми, где представлены результаты мониторинга кадровой потребности, проведенной Министерством экономического развития Республики Коми. Также все видео и презентации, которые были сегодня показаны, мы разместим на данном сайте. И хотим сказать, что будем рады видеть вас завтра. Наша площадка будет работать с 11 часов утра.